Сегодня в России отмечают День военно-морского флота. По всей стране проходят морские парады. Первым эстафету взял Петропавловск-Камчатский. Там парадным строем прошли порядка 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка «Кузбасс». Сейчас у нас на прямой связи из столицы Камчатки наш корреспондент Янина Богданова. Янина, здравствуйте. Как у вас погода и как проходит парад в честь Дня ВМФ? Здравствуйте, Василий. Погода в Петропавловске-Камчатском сегодня на редкость отличная. Очень тепло, плюс 25 градусов тепла, на небе не облачко. Камчатский край отмечает День военно-морского флота уже 6-й час. Сейчас для жителей города развернуто сразу несколько площадок, где они могут узнать о разных военных особенностях. Так, у меня за спиной сейчас выставка боевой техники. Чуть дальше проходит концерт сводного оркестра войск и сил на северо-востоке России. Вот эти вот звуки стрельбы – это тир, в котором может пострелять любой желающий, если, конечно, он старше 18 лет. Нужно отметить, что День военно-морского флота на Камчатке стартовал с открытия мемориальной доски памяти контр-адмирала Дмитрия Максутова, героя обороны города от англо-французской эскадры в 1854 году. После торжественной церемонии командующий войсками и силами на северо-востоке России Александр Юлдашев и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поднялись на борт катера и пошли в Авачинскую бухту, чтобы поприветствовать экипажи боевых кораблей, которые позже приняли участие в морском параде. Новобранцем этого года на воде стала атомная подводная лодка «Кузбасс». Этой чести экипаж подлодки удостоился после того, как в прошлом году завоевал приз командующего военно-морским флотом России за выполнение торпедной атаки. Свою боевую мощь жителям Петропавловска-Камчатского также продемонстрировали корабли береговой охраны, малые ракетные корабли, противодиверсионные катера. Они выполнили боевые упражнения, показали маневрирование в танце, произвели условное задержание судна. После морского парада представление развернулось уже на берегу, на центральной площади столицы Камчатки, Петропавловска-Камчатского. Торжественным маршем прошли рота почетного караула и парадные расчеты. Празднование продолжается, оно будет идти вплоть до вечера. Жители города могут попробовать еду из полевых кухонь, а также поучаствовать в огромном количестве разных активностей. Василий. Янина, спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Янина Богданова.